Срубленные и распиленные деревья обнаружены в лесном фонде Сунжинского района. Расскажем о рейде Минприроды. О нас есть кому позаботиться. В пожарно-спасательном колледже выпустили более сотни профессионалов. Чемпион Европы по греко-римской борьбе среди юниоров Мухаммед Евлоев прилетел в Ингушетию. Здравствуйте, это новости 24. Не берегут природу-матушку. На территории лесного фонда Сунжинского района прошел масштабный рейд по выявлению незаконной вырубки. Его организовал Минприроды. Собрали 6 бригад и прочесали территорию. Нарушения выявлены, срубленные деревья зафиксированы. Удастся ли поймать лесных варваров и что им грозит за это, расскажет Михаил Тангеев. Вторая группа с тобой едет. Халк, Зурабов. Хаци на месте там будет. У тебя машина есть. Война черным лесорубам объявлена. Отряд защитников природных богатств Ингушетии готовится вновь выйти на охоту. Но перед этим для участников рейда по незаконной вырубке леса проводит обязательный инструктаж о том, какие меры следует предпринять в случае выявления факта кражи деревьев в лесном массиве. За каждым участком закрепленным один егерь var, лесник var. Шей дай хай уалыжы цана информация ли. Тогда руководство, когда информации, дорогие хаваша, хита, сколько надо. Вы сегодня видите, сегодня небольшая часть нас только собралась. Ресурс сегодня, как нах бывает, шорт, бог хабишов, дай хай эли, без звонит хаваша, тиха, рейд, хай геожи, бог хаби без хабиша. Всего Министерством природных ресурсов и экологии Ингушетии было сформировано 6 бригад, которые разбили по всей территории лесного фонда Сунжинского района. И в каждую из них вошли егеря, лесничие и другие работники подведомственных учреждений. За один день охватить весь лесной фонд района, чтобы за раз заодно и провести инвентаризацию, где что, какие рубки есть, в каком состоянии. И за раз выявить все имеющиеся нарушения на территории района. Это как незаконная рубка, как браконьерство, незаконная охота. Вот такие вот нарушения. Так называемые черные дровосеки, как правило, орудуют по ночам, но следы их незаконной деятельности можно заметить уже в дневное время суток. Выехав на одну из точек в лесном массиве, где предположительно проводилась незаконная рубка, работники Минприроды наткнулись на эти свежесрубленные и распиленные пополам стволы деревьев. Видимо, кто-то еще не успел вывести их незаметно. Впрочем, поймать на месте преступления удается далеко не всех нарушителей. Благодаря новой технологии черные лесорубы могут срубать деревья практически бесшумно, но сам участок круглосуточно под надзором. Буквально вчера, наверное, была проделана эта работа. И вот сегодня уже информация разошлась по всем населенным пунктам, что мы выезжаем. И вот они уже их отсутствуют. Если сегодня уже не проработать, я думаю, завтра, сегодня ночью они уже будут постараются вывести свой лес, который они вырубили. Но со всеми усилиями постараемся сегодня арестованный лес доставить на нижний склад и провести следствие. Сколько составлено административных штрафов и проведено воспитательных бесед с нарушителями и не сосчитать. Работники Минприроды неустанно повторяют, вырубка леса может производиться только на законных основаниях, то есть при наличии официальных разрешающих документов. Но многие не знают или просто игнорируют эти правила. Именно для борьбы со злостными нарушителями и проводятся такие рейды. По имеющейся информации уже есть несколько мест выявленных незаконных рубок, в том числе и сейчас, вот, где мы были. Задержать, естественно, не удалось никого. Мы и предполагали, что так будет, когда проводится такой массовый рейд. В любом случае происходит утечка информации. Такие мероприятия у нас проводятся уже оперативно, отдельными группами, чтобы был эффект неожиданности. Только так получается задержать, выявить непосредственно на месте рубок людей. Такая работа у нас тоже будет. Каждый зарабатывает как может, оправдывается большинство нарушителей, но закон никто не отменял. Все выявленные нарушения за сегодня будут расследоваться и виновные понесут соответствующее наказание. В министерстве заявляют, в этом году контроль за лесными ресурсами республики усилен несколько раз. Впредь подобные рейды будут проводиться ежемесячно, а то и чаще. Те незаконные рубки, которые происходят, они наносят просто колоссальный ущерб. И оценить их на сегодняшний день их невозможно. Результат от этого будет только вот через 10, 15, 20 лет, когда уже восстановиться лес не успеет, а то, что рубится, то будет вырублено. И восстановить это можно будет на протяжении сотни лет только.
Незаконная вырубка леса и нелегальный оборот древесины наносят огромный ущерб экономике и ухудшают имидж лесной промышленности не только отдельных регионов, но и всей страны. Так, по некоторым данным, именно на нелегальную вырубку приходится от 10 до 35% всей лесозаготовки в стране. Ради легкой наживы люди идут на неоправданный риск, и о вреде, причиняемой природе, они думают в последнюю очередь. Но нельзя забывать, что лес – это легкие планеты, и неужели кому-то может быть безразлично, чем будем дышать мы и наши дети. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В пожарно-спасательном колледже прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. В этом году стены учебного заведения покинули 124 дипломированных специалиста. Из них 58 закончили с отличием. Все подробности у нашего корреспондента. Море теплых и самых искренних эмоций. Гирлянды из фотографий как нить короткой, важной и такой незабываемой студенческой жизни. 3 года волнения, смеха, дружбы и бессонных ночей пролетели словно 3 дня. Фотозона для ребят скорее территория ностальгии. Каждый снимок пропитан самыми важными воспоминаниями. Потому у вчерашних студентов выпускной вызывает смешанные чувства. С одной стороны, мне грустно покидать этот колледж, так как, будучи активисткой, я везде участвовала, всякие эти мероприятия, это покидать тоже не хочется. Со многими очень подружилась, там, всякие интересные моменты. Лично у меня было очень много интересных моментов в этом колледже. И учеба тоже, тот, кому учится, легко дается. Борьба с пожарами, наводнениями и катастрофами. Теперь для Ибрагима Паланкоева это не просто слова. Он готов доказать, что спасатель не просто профессия, а призвание. И помогать людям нужно независимо от того, на работе ты или дома. Любовь к этой важной и опасной профессии парню привил отец. Поэтому с будущей специальностью определился не колеблясь. Прочно решил посвятить себя любимому делу и идти к намеченной цели. ليش ما وصحدا قلت يرديها غارت وصحبا كده قبل أمداته في نقل المشبه بس قام نقل دو هماش دي إجدقتهم وسمدر إيش تمدات خلدري вообще خلدر желание خلدري и все خلدر нормально просто стараться надо чуть-чуть так все нормально. Этот день волнительный не только для выпускников, но и для родителей. За каждый зачет и экзамен они переживали и волновались вместе со своими детьми. Этот диплом отчасти их заслуга, ведь если бы не поддержка родных, пройти этот путь было бы гораздо сложнее. Сегодня они с гордостью наблюдают за успехами своего чада. Не забывают благодарить и преподавателей, которые за короткое время успели стать для их детей вторыми родителями. Oğuz diyorsun, oğdaşım moş, xozmatışke deşi beğab beriş diyorsun. Dikoli ciğer barım baştak ta dez tabir o deş dağara o az lişne daxiliyat ona hani açı ara dabaqçı beziş. O mehke moti yolu diyorsun. Ta daşumu diyorsun. Prepodavatel bu dik diyor. Noğusti bu on sa oğuz deş beğab boş diyorsun. Darik dadi açı txoyç ağdağı jaha diyorsun. Eyren oğuz habaqç. آخر حاجة آخر ديون زناني دالوش بوه متيجي ديون يتخبيرج آخر حقيقة على شو ديون يخبره تويخ تخندال ينرى آخر حلقة بأني أوتشتلجر ديون توجي حق عشر ديون. С напутственными словами к выпускникам обратился и директор пожарно-спасательного колледжа. Он напомнил о значимости этого дня и в лишний раз призвал ответственно подойти к выбранному пути и заявить о себе в качестве самых лучших квалифицированных кадров. Выпускников этого года желаю им, чтобы в жизни и чтобы в дальнейшей жизни, чтобы у них все было вот так же, как они представляли наш колледж, чтобы они всегда в жизни завоевывали призовые места, призовые, и не останавливались на достигнутом, чтобы учились дальше, продолжали учиться, продолжали делать карьеру, продолжали работу, продолжали работать в этом направлении, показывали себя. И чтобы в дальнейшем выпускники нашего колледжа, чтобы несли имидж колледжа, чтобы имидж нашей республики, чтобы они везде всегда показывали себя с достойной стороны. Это волнительный день и для преподавателей. Они успели стать для студентов наставниками, друзьями, коллегами. Выпускников именно этого года можно назвать самыми активными. Они хорошо показали себя на чемпионате рабочих профессий WorldSkills, заняв 2-е место. Это получается 2-й выпуск именно в моей профессиональной карьере в этом колледже. Что я могу сказать? Я могу сказать только с положительной стороны. Многие ребята себя показали очень хорошо, выезжали на всероссийские соревнования. Также занимали места и на региональных соревнованиях.
То есть ребята очень хорошие, положительно могу сказать только из профессиональной точки зрения. То есть их могут взять на профессии пожарного и спасателя без зазрения совести. Кульминация дня – вручение заветных корочек. Практика, сессия, зачеты, экзамены и бессонные ночи – все в прошлом. Сегодня они прощаются со стенами этого учебного заведения и получают долгожданный билет в новое будущее – диплом об окончании колледжа. Пожарно-спасательный колледж города Сунжи окончили сегодня 124 студента, половина из которых отучились на красный диплом. Теперь их можно смело назвать профессионалами. Ну а выпускники не торопятся покидать родные стены. Прощальные фото и капсулы с наставлениями для преемников. Ровно через 10 лет сверток с пожеланиями от своих старых коллег смогут распечатать новые выпускники. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Булгучев. Новости 24. Республиканский дом народного творчества в этом году отмечает 25-летие. Вся работа этого коллектива направлена на сохранение культурных традиций ингушского народа. Отсюда народное творчество уходит в массы. Впереди насыщенный график, о нем подробно расскажет Тамара Хашагульгова. История Дома народного творчества началась с 1994 года, когда было подписано постановление о его создании. С тех пор прошло 25 лет. За этот период сделано немало. Работники РДНТ посвятили себя сохранению и популяризации традиций и обычаев ингушского народа и народов, проживающих в республике, а также сбору материалов устного народного творчества, музыкального и хореографического искусства. Выезжаем к нашим бабушкам, дедушкам, выезжаем к молодым и проводим с ними беседы, проводим записи, аудио, видеозаписи. То есть они играют на инструментах, либо, ну, скажем так, сбор фольклорного материала по разным жанрам. Это жанр и хореографический, это жанр и музыкальный, это и жанр разговорный, вокальный, песенный. То есть любой жанр нас интересует, и мы записываем. Собрали много музыкальных произведений, вокальных произведений. Многие из них переведены уже на нотный материал. Республиканский дом народного творчества курирует дома культуры, оказывает методическую и практическую помощь в их деятельности, помогая популяризировать народное творчество среди населения, благодаря декоративно-прикладному, изобразительному искусству, национальным танцам и пению. Мы оказываем нашим домам культуры методическую и практическую помощь. То есть методическая помощь заключается в том, что разработка сценариев, разработка методических пособий, ну и так далее. И, конечно же, практическая помощь заключается в том, чтобы мы помогаем подготавливать мероприятия. Сегодня Дом народного творчества – центр досуга с огромным диапазоном работы, будь то музыкальные и хореографические фестивали, смотры, конкурсы художественной самодеятельности домов культуры и семинары-практикумы. У нас при Доме народного творчества сегодня успешно функционирует ансамбль АСА. Это ансамбль легендарный коллектив, истории, который исчисляется в 70-х, конца 60-х годов. Также у нас при Доме народного творчества функционирует два кружка, это декоративно-прикладного искусства. У нас, вот мы сами видите прекрасно, это наши башенные комплексы, которые изготовили вот, наш мастер-прикладник. А помимо этого у нас есть кружок ковроделия. Это старинное ремесло ингушское, так скажем. Нам предстоит и в последующем очень большая работа, чтобы наши творческие коллективы всегда принимали участие во всех международных, межрегиональных, региональных и республиканцах, как в фестивалях, так и конкурсах. Это единственный способ самосовершенствоваться, подтягивать наши отстающие коллективы до определенного уровня в профессиональном и исполнительском мастерстве. Уже в конце июня артисты Дома народного творчества собираются принять участие в 9-м международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», который пройдет в Дагестане. А в июле состоится праздничные мероприятия, посвященные круглой дате – 25-летию Дома творчества. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.
Ингушский борец Мухаммад Евлоев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров в весовой категории до 92 килограммов. Все это происходило в Италии. Финальная схватка выдалась с борцом из Азербайджана. Молодой спортсмен приземлился в аэропорту Магас, где его встречали друзья и коллеги спортклуба Ади Ахмат. Идрис Ижиев расскажет. Лучшие борцы со всей Европы весовой категории до 92 килограмм встретились в финальные дни европейского чемпионата. Воспитанник спортклуба Ади Ахмат Мухаммад Евлоев вышел лидером в 5 битвах с борцами из разных стран. Уже третий раз я выиграю первенство Европы. Первая схватка у меня была с поляком. Поляка 3-0 выиграл. Самая сложная схватка была с эстонцем. 1-8 выиграл эстонца. В финале с азербайджанцем боролся. 5-0 выиграл азербайджанцы. Противники Мухаммада – это лучшие представители своих стран. Каждый из них опытный борец, знающий свое дело. Однако у Мухаммада свой козырь в рукаве. Не по годам зрелая борьба и хороший анализ оппонента позволяет местному борцу побеждать соперников без особых усилий. Это подтверждает победа Евлоева в финальной схватке с борцом из Азербайджана. Показав блестящий результат, Евлоев стал первым ингушом, который трижды защитил титул чемпиона на европейском первенстве. Благодаря этой победе карьера спортсмена будет развиваться еще стремительней. Мухаммад уже становится третьим, 3 раза уже победителем Европы, доказал свой статус. Перед каждым соревнованием у него очень хороший опыт проявляется, уже думать начинает. Это дорогого стоит. Мы сильно готовились с начала года. При этом, я думаю, неплохо. 1 золото. И в ближайшее время у нас через 2 недели уже подводка на первенство мира среди юношей. Там тоже у нас 2 представителей Ади Ахмат клубов будут бороться. Копилка наград спортивной Ингушетии пополняется ежедневно. Совсем молодые клубы и организации в небольшие сроки воспитали конкурентоспособных и достойных спортсменов. Последние, в свою очередь, оправдывают все надежды, возложенные на них. Результаты самые высокие. То есть в составе сборной страны ребят наши выезжают первыми номерами. Это уже результат. В нашей стране результат показать по любым видам спорта – это результат. То есть и выезжают на международные соревнования, вот как сейчас на первенство Европы, первенство мира, ребята приносят золотые медали, призовые места. Впереди долгие и кропотливые тренировки. И, возможно, совсем скоро имя чемпиона прогремит уже на первенстве мира. Идрис Ижиев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. В Магасе прошли соревнования по киберспорту. В виртуальном пространстве развернулись кровавые баталии, как того требует жанр Counter-Strike. Мероприятие, кстати, направлено на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в Ингушетии. Уже если и есть на ком отыграться, то лучше это сделать безопасно, на официально разрешенном поле битвы. Некоторые на этом еще и хорошо зарабатывают. Микаил Тангеев пояснит. Битва в виртуальной реальности собрала на одной площадке всех любителей киберспорта Ингушетии. 36 команд и более полусотни человек. Борьба насмерть. Каждый готов показать широкой публике все, чему смог научиться. Адам Дидигов наблюдает за игрой оппонентов, анализирует поведение участников во время матча. Конкуренция не шуточная, уверен киберспортсмен со стажем. Он буквально вырос с джойстиком в руках, играет 12 лет. Успел набрать более 3000 часов в игре CSGO. В своих способностях парень не сомневается, так как имеет максимальное рейтинговое звание в игре Global Light. В мире среди зарегистрированных пользователей таких профи всего 2%. Турнир называется «Будь первым». Этот турнир проводится в честь акции, то есть против терроризма, против действия против террористов. Это делается для того, допустим, зачем убивать людей как бы в жизни, если можно просто поиграть в квест, расслабить нервы. Я очень рад, что в нашей республике проводятся такие мероприятия, чтобы мы дальше развивались. Просто, допустим, в той же республике Дагестан проводится очень много таких мероприятий. Как-то я хотел поехать в Дагестан на общенародный турнир по всей России, но так не получилось поехать. А вот недавно совсем узнал, что у нас в Ингушетии проведут первый турнир, решил подготовиться, и участвовать в этом турнире. Благодаря многомиллионной зрительской аудитории киберспортсмены зарабатывают крупные суммы денег.
Международные игры проводятся по всему миру. Такие команды, как Na'Vi или Virtus.pro, заслужили призвание миллионов поклонников. Конечно, реально. Вот, допустим, команда Nats Windsor, она сейчас открыла общий набор в Universe, то есть где играют подростки. Там можно туда, если ты, допустим, хорошо играешь, там можно поступить, и там можно достаточно хорошо зарабатывать. Вот у меня друг есть, там в Na'Vi играет, в Universe он поступил, но его кикнули из-за достаточно хорошей игры. Там заработок от 50 тысяч рублей, ну смотря от твоего уровня игры. Статистика успехов ребят говорит сама за себя. Ингушские киберспортсмены могут представить регион на любой международной арене, но маме не докажешь всю глобальность и важность компьютерных игр, цитируют участники. Они готовы развеять любые стереотипы родителей, связанные с киберспортом. Ожесточенная борьба между двумя командами, игроки максимально сконцентрированы и стараются действовать слаженно. Геймеры общаются между собой по внутренней связи и тем самым координируют каждый свой шаг. Саид Ахмед Картоев много лет увлекается киберспортом. Для него это первый опыт участия в соревнованиях вне своей домашней комнаты. Несмотря на свой юный возраст, он уже показывает хорошие результаты. В первом же матче его команде удалось одержать победу с большим отрывом. Мне было сложно, когда мы начали играть. Нас выиграли 3 раунда, и уже не хотелось играть. Но потом мы собрались и выиграли. Спецназ и террористы, геймеры поочередно примеряют на себя образы зла и добра. Для того, чтобы определить победителя, командам дается по 2 матча, состоящие из 16 раундов. Участники выбирают одну из 9 предложенных карт испытаний. Порой для выигрыша бывает достаточно отвоевать 9 раундов у противника, и игра завершается досрочной победой. В общем, получается 72 человека, в команде по 2 человека. Довольно-таки сильные ребята, поэтому борьба будет накаленная. Режим игры – напарничество. Убивать, защищать, обезвреживать бомбы придется часто, но, к счастью, все это происходит в виртуальной реальности. Вовлекаем молодежь, такую в правильное русло. Развиваем кибернаправление в нашем регионе. Мы разыгрываем первое место 10 тысяч рублей, второе место 5 тысяч и третье место 3 тысячи рублей. Плюс еще кое-какие дивиденды в виде бесплатных часов у нас, стрижек у наших партнерских, у наших партнеров там. Главная цель этих состязаний – противодействие терроризму и экстремизму в регионе, чтобы участники и зрители наглядно смогли увидеть, что война не заканчивается без крови. Более того, площадка – еще один повод заменить реальные разборки на виртуальные. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Султан Булгучев. Новости 24. 20 июля в селении Таргим Джейрахского района Ингушетии состоится 8-й по счету международный турнир по смешанным боевым единоборствам М1 Челлендж «Битва в горах». Федерация ММА Ингушетии совместно с М1 Глобал определен состав участников турнира. Намечается 13 поединков, 7 из которых проведут представители Республики Ингушетия. О подготовке спортсменов расскажет Амирлан Хамхоев. Моусер Евлоев, Абукар Яндиев, Хамзат Долгиев. Эти файтеры показали дорогу к чемпионским поясам. Совсем скоро спортивная копилка Ингушетии может пополниться еще одним титулом. Амирхан Гулиев по прозвищу Ингушский лев на битве в горах будет биться за пояс чемпиона в полутяжелом весе. Предложили претендентский бой против Дмитрия Пуци, который должен был проводить в Казахстане 30 марта. И как-то соперник по-правильному не снялся. И у меня тоже недавно была операция на мениску, на коленный сустав. Ну и тоже пришлось сняться. Наш бой принесли. Потом сказали, что будут проводить турнир в горах. И предложили бой за титул. Соперником Гулиева станет опасный боец Дмитрий Тибекин. В организации М1 он уже провел 5 поединков и вышел на титульный бой. 20 июля в горах Ингушетии будет настоящее зрелище. Я свои планы не буду раскрывать, но я планирую по воле Всевышнего, по крайней мере, постараться провести все 5 раундов. Хочу подготовиться на 5 раундов, чтобы мало ли не смогу я досрочно закончить. Чтобы я хотя бы решение судей выиграл, если Аллах даст. Так, свои козыри у меня тоже есть. Не скажу, что я такой высококлассный боец, но свои коронки тоже есть. Будем их использовать.
Помимо чемпионского боя, зрителей ожидает еще немало интересных противостояний. Одно из них – бой экс-чемпиона организации в полулегком весе и экс-претендента на пояс в легком дивизионе. Хамзат Далгиев и Мичел Сильва проведут предтитульный поединок на битве в горах. Стоит отметить, что Мичел Сильва является одним из самых высоких бойцов в ростере М1. Несмотря на кажущуюся нескладность в действиях Сильвы, он очень опасный джиу-джитсер. Хочу провести бой зрелищно. И чтобы провести бой зрелищно, мне надо провести его в стойке. И так я готовлюсь на стойке. А так я, в принципе, готов, если соперник предложит драться и в стойке, и в партере. Но так-то делаю больше акцент на стойку. По поводу соперника могу сказать, что он высокий, длинный, неудобный. Но я хочу драться с ним на той дистанции, на которой будет для меня же удобнее. Хамзат на данный момент проходит тренировочный сбор в Казахстане. Цель, разумеется, титул, но помимо этого у Далгиева есть еще одно незавершенное дело. Предстоящий мой турнир на битва гора 8 мы подойдем более аккуратно, чем в прошлый раз. Именно это я имею в виду насчет себя. Так как я думаю, сейчас с весогонкой у меня проблем не будет. Дерусь на 70 килограмм. И после этого боя я сделаю заявление, то заявление, которое заинтересует многих. Я думаю, что, иншаллах, если я сейчас выиграю, что реванш не за горами. Я по-любому добьюсь своего. Я хочу этого реванш. Еще один наш земляк, который примет участие в битве, это Абукар Местоев. Соперником ингушского бойца станет опытный Артем Домковский. В своем прошлом поединке Артем уступил чемпиону в легком весе Дамиру Исмагулову из-за травмы и теперь жаждет вновь выйти на победную серию. Абукар Местоев, в свою очередь, вернулся в привычный для себя легкий весовой дивизион. Нас ожидает встреча двух ударников топ-уровня. Representing the Republic of Ingushetia, please welcome Abubakar Mestoyev. Также поклонники ММА смогут посмотреть на бои других наших земляков. Хотя официальных анонсов поединков еще не было, ожидается участие Селема Евлоева, Ингисхана Аздоева, Мусы Хамхоева. Получить путевку на битву в горах непросто, но еще сложнее показать зрелищный бой, который убедит матчмейкеров в том, что этот боец выступает в организации не зря. Чем больше у нас будет чемпионов, тем успешнее будет ММА в Ингушетии. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.